Мало кто может ответить на вопрос о воздушной трассе Аляска-Сибирь, действовавшей в период Великой Отечественной войны, но только не аймяконцы. Здесь любой школьник со знанием дела расскажет вам о строительстве в годы Великой Отечественной войны аэродромов для перегона военных самолетов из Америки в СССР. Справка. Построенная воздушная трасса начала действовать осенью 1942 года. Было построено 10 аэродромов, 5 базовых – Якутск, Киренск, Красноярск, Сеимчан и Уэлькал, и 5 запасных – Алдан, Алекминск, Аймякон, Берилёх и Марково. Вам расскажут, в какие сжатые сроки и в каких тяжелейших условиях велось строительство аэродрома Аймякон, и даже назовут фамилии земляков, работавших в те годы. Ребятам рассказывают об этом в школе, в Тамторском краеведческом музее. Многие из учеников сами являются краеведами. Поисками самолетов занимались местные краеведы, и мы в том числе ученики Тамторской школы. Я помню, в год 50-летия Победы мы поехали с ребятами в местечко Ющегей, там есть гора Татаева, и вот там нашли один самолет. Это американская аэрокобра Р-39. Он был почти полностью вот сохранен. Хвостовую часть мы привезли с огромной такой звездой. Корпус привезли сюда в местный музей, и, в общем, номер самолета привезли. Но там от него мало что другое осталось, но тем не менее это была очень интересная тогда находка. Для нас это была огромная радость. Вот то отдельные части сохранены у нас в музее. Вообще мы переписывались с теми, кто имел отношение к нашему аэропорту. И в одно время, значит, кто-то в воспоминаниях своих писал о том, что разбился возле Тамтора некий Биох. Даже первично эта фамилия была Блох, но потом оказался Биох. Но в этом году, вот, работая над книгой об авиапорте Аймякон, автор Спиридон Слевцов нашел данные, что разбился не Биох, а некий Салов, лейтенант Салов. Что касается могилы Лобарева, которую мы тоже охраняли как памятник, это считали, что капитан Лобарев и его команда погибли тоже здесь, на территории нашего Аймякона. Но потом оказалось, что его самолет разбился под Киренском, и теперь эта могила у нас как общий памятник, символический памятник всем перегонщикам трассы Аляска-Сибирь. Работа по сохранению имеющихся в селе исторических объектов ведется уже несколько лет, и у нее довольно много сторонников. Мы много говорим о трассе. Алсиба, да? Целая трасса была, это секретная трасса Сталина. Но на сегодняшний день вот в республике Саха-Якутия из аэропортов остался только Аймякон. Больше нету. Они уже перестроили, стали современными объектами, все. А вот именно те объекты, построенные в те годы, сохранились только здесь. Это очень важно для сохранения памяти для наших молодых поколений, потому что если вот сегодня еще живы те люди, у которых братья, сестры, деды, там, да, вот родители работали в порту, то с каждым годом их становится меньше. Да, вот. А сохраняя вот эту память, это очень важно. И хотел бы сказать, что сегодня презентовалась книга, да, вот, да. Работа Спиридона Слепцова. Это тоже очень уникальный документ, потому что это не художественная, скажем, книга, а именно книга, основанная на архивных документах, на воспоминаниях тех людей, которые работали здесь. И ведь они поиск искали не только там, скажем, в архивах сидели, он же списывался со всеми, а люди, которые работали в аэропорту и который потом закрылся уже, да, разъехались по всему Советскому Союзу. И вот он их нашел, да, вот, их воспоминания, созванивался. И вот это в этой книге, эти воспоминания, живые воспоминания тех людей, это очень важно. И вот когда, скажем, для того, чтобы люди
берегли свою историю, да, вот, были патриотами своей родины. Действительно, вот, когда читаешь эту книгу, это одно. Но когда еще рядом стоит памятник, вот тот объект, то эффект, конечно, получается вообще очень важный и нужный эффект. Поэтому вот, и мы ставим своей задачей сохранить как можно больше таких объектов. Рассказывает начальник Аймиконского управления культуры и развития туризма Аксинья Семеновна Сивцева. Ну, как вы знаете, летом этого года была экспедиция, организованная Министерством обороны и Русским географическим обществом. Изучали по всей линии бывшей воздушной трассы Аляска-Сибирь, авиапорта, бывшие военные аэродромы. И приезжали к нам в Аймиконский ЛУЗ, аэропорт Тамтор, Аймикон, в котором члены экспедиции говорили, что из всех рассмотренных аэропортов более подходит аэропорт Аймикон, потому что у нас действительно сохранились в музеях артефакты, останки самолетов, установлены стеллы, памятники погибшим летчикам. Ну и, конечно же, благодаря краеведу Спиридону Сивцову у него вышла очень хорошая такая основательная работа была, книга «Аэропорт Аймикон. История и судьбы», начиная с 1942 года, когда создавался военный аэродром, до наших дней. Мы не стали ждать моря погоды, вышли в экспедицию, известному архитектору, общественнику, профессору Московского архитектурного института Виталию Алексеевичу Трошину. Пригласили его к сотрудничеству. И недавно он приезжал, мы заказали ему макет исторической экспозиции. Проект наш именно с аэропортом Аймикон очень хорошо поддержали якутское отделение Русского географического общества, с которым мы очень тесно работаем. Региональное отделение партийного проекта «Историческая память» Сарглана Неустроева, тоже наш хороший друг Аймиконского ЛУЗа. И на днях пройдет правительственное совещание. Мы очень ждем, надеемся, что выйдет отдельное поручение по нашему аэропорту главы республики. Приезд в Тамтор почетного архитектора России Виталия Алексеевича Трошина дал определенную надежду, что планам Русского географического общества о восстановлении аэродромного комплекса трассы Аляска-Сибирь суждено сбыться именно в нашем районе. И этим комплексом станет бывший аэропорт Аймикон. Это уникальные объекты всей трассы Аляска-Сибирь, где сохранились еще 5 зданий, которые подлежат реставрации. И, в принципе, на всем протяжении этой трассы это единственный объект, который можно оставить истории в том виде, в котором было этот комплекс был сделан во время войны, то есть когда американские самолеты поставляли к нам на фронт. Так что это вообще своеобразный уникальный объект. И я думаю, что в следующем году мы все-таки выбьем определенные деньги и на проектные работы, и на реставрационные работы. Понятно, что часть зданий будет использоваться как музейные комплексы, как комплекс для хранения артефактов, которые есть самолеты, которые падали здесь, и есть некая техника, которая, и она требует, конечно, неких помещений. Здесь, в общем-то, эти помещения, они есть. То есть каждое здание, в общем-то, подлежит в том состоянии, которое может подлежать реставрации без больших ущербов и больших переделок. То есть они не будут считаться новоделами. Об этом шел конструктивный разговор с представителями сельской администрации и активной частью населения села. Тамторовская структура аэропорта, она самая полная. То есть везде есть очень красивые здания, во многом красивее, так сказать, чем наши здесь. Я говорю, наш. Наш аэропорт, но здесь самое полное, есть инфраструктура поставлена. И получается очень шикарный комплекс. То есть это нижнее большое кольцо, это аэродромная система. И чуть-чуть подальше эта метеостанция, она сохранилась хорошо, и она может при небольших средствах восстановиться. И там резиденция Чингисхана. То есть это все вписывается в единый комплекс туристический, если это делать музейно. И тогда она заслуживает действительно внимания. Чтобы показать, что аэродромы когда-то были в такой инфраструктуре. Был аэропорт, была метеостанция, была, мастерская ремонтная.
где у вас сейчас гаражи вот эти там, да, Комплексы. и так далее. То есть у вас получилось, вот я сейчас, следующий кадр, вот он. Вот кружочками, вот мастерская, вот стали, вот само здание аэропорта. Под вопросом, конечно, котельная, это мне, она, кажется, показалось, что позже все-таки было. А вот наш, это как вертолет стоит, который, видно, на который мы прилетали, да. Вот это вот метеостанция, вот это все. И это действительно можно превратить... Да, вот тут жилые дома, которые тут 2 дома жилых, они тоже тех времен. Вот эти тоже, они тоже под вопросом. Вот здесь вот столовая, которая нет, ее можно восстановить, фундамент немножко видно. То есть это интересная работа, в общем-то, и для поисковиков, да, понятно, что надо разрабатывать, для реставраторов и для многих. Конечно, не нам решать, и, возможно, мы забегаем вперед, но уж очень хочется верить, что придет время, и аэропорт Эмикон станет выполнять прежние функции, что появится еще один туристический объект. Это реальный объект, способный приносить реальную помощь району и в целом республике.